Таразе в Жамбылской области состоялось командно-штабное мобилизационное учение с управлением командующего войсками регионального командования «Юг», за ходом которого наблюдал первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Султан Камалетдинов. В этом году впервые к проведению мобилизационного учения были привлечены представители местных исполнительных органов, начальники управления мобилизационной подготовки, гражданской и территориальной обороны акиматов Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей, а также городов Астана и Шымкент, обсуждали вопросы взаимодействия и, обозначив проблемные вопросы, совместно искали пути их решения. На полигоне Маты-Булак танкисты совершенствуют навыки вождения танка Т-72. Военнослужащие танковой бригады гвардейского гарнизона приступили к практическим занятиям по вождению танка. На практических занятиях механики-водители отработали навыки маневрирования на сложной местности. Маршрут протяженностью 6 километров включал как естественные, так и искусственные препятствия. На следующих этапах подготовки военнослужащие приступят к освоению преодоления ограниченных проходов, движения по косогорам, подъемам и спускам. В Карагандинском гарнизоне на полигоне учебного центра «Спас» более 200 военнослужащих срочной службы штурмового батальона войсковой части 31-775 приступили к слаживанию отделений. Мероприятия стали логическим продолжением их подготовки по специальности. Занятия завершатся боевыми стрельбами. Будет проверен уровень подготовки каждого солдата. Проведена готовность отделений к выполнению боевых задач, их способность оперативно реагировать на меняющиеся условия и умение принимать правильные решения. Летчики военно-воздушных сил провели учебно-тренировочный полет на самолете А-400М. Военные летчики успешно осваивают летную технику, поступающую на вооружение казахстанской армии от авиаконцерна Airbus Military. Первые полеты на многоцелевом воздушном судне А-400М осуществляются совместно со специалистами концерна Airbus Military. Летный экипаж Алматинской авиационной базы осуществил учебно-тренировочный полет по маршруту Алматы-Талдыкурган и обратно. Летчики отработали весь комплекс упражнений от взлета до посадки, включая полеты по маршруту и выполнение маневров по кругу. На прошедшей неделе военнослужащие сил специальных операций отметили профессиональный праздник. Командование сил специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан было создано указом президента 19 января 2022 года. Воинское формирование предназначено для решения специальных задач по обеспечению обороноспособности и военной безопасности страны. При необходимости подразделения ССО участвуют в антитеррористических операциях, оказывают противодействие незаконным вооруженным формированиям. Сегодня это специально обученные, технически оснащенное, хорошо экипированное передовое формирование вооруженных сил, готово к выполнению самых сложных задач по защите интересов государства и обеспечению его обороноспособности. В Астане состоялось торжественное мероприятие ко Дню офицера воспитательных структур. Создание Института заместителей командиров по воспитательной и идеологической работе связано с выходом 19 января 1993 года указа президента Республики Казахстан о введении в вооруженных силах соответствующей должности. В торжественном собрании приняли участие офицеры-воспитатели Акмолинского регионального гарнизона и члены их семей. 2 днями позже профессиональный праздник отметили и военные инженеры вооруженных сил. Инженерные войска были образованы в 1993 году на основе соединений и частей, дислоцированных на территории Казахстана. За 3 с лишним десятилетия произошли значительные изменения в системе управления войсками, их структуре и техническом оснащении. Специалисты инженерных войск проводят фортификационное оборудование позиций, разминирование местности и объектов от взрывоопасных предметов, организуют переправы через водные преграды, выполняют подрывные работы, прокладывают маршруты движения войск, занимаются их водоснабжением, маскировкой и имитацией. Десантники предотвратили затопление поселка в Алматинской области. Плюсовая температура на юге-востоке страны вызвала таяние снега в горах. Под угрозой подтопления оказалось село Жармухамбет на границе Илийского и Карасайского районов Алматинской области. Имея опыт участия в противопаводковых мероприятиях, на помощь жителям поселка пришли военнослужащие десантно-штурмовых войск. За 2 дня работы в целях недопущения подтопления жилых массивов выложено свыше 800 метров водозаградительных сооружений, в том числе свыше 2500 межкатары.
Семьи военнослужащие Департамента по делам обороны области Абай навестили ветерана Второй мировой войны Ивана Романовича Шевцова, которому исполнилось 99 лет. Иван Шевцов родился в селе Антоновка Алтайского края. В годы войны был призван в ряды Красной армии, участвовал в боях за освобождение Польши и Чехословакии. За мужество и отвагу фронтовик награжден орденами Отечественной войны второй степени, Красной звезды и медалью за добросовестный труд. Особенно дорогим подарком для фронтовика стало выступление военного оркестра. Музыканты исполнили для него мелодии песен военных лет, которые растрогали и вдохновили фронтовика.